В этом году у Башкортостана большой потенциал развития малых территорий. Это станет возможно благодаря тому, что Башкортостан стал первым среди российских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству выигранных грантов победителей среди конкурса президентских грантов в этом году. Обсудим подробно, как это стало возможно, вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Гузель Кадырова, главный специалист ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Гузель, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как удалось достичь таких хороших результатов, и вот с таких позиций мы начинаем этот год. На самом деле у нас результаты очень-очень хорошие, есть чем похвалиться, скажем так. У нас 74 проекта победителя в первом конкурсе президентских грантов 2022 года. Они у нас привлекли более 76 миллионов. Вот если смотреть по рейтингам по стране, либо по ПФО, то мы по стране первые, не считая Санкт-Петербург и Москву, потому что Санкт-Петербург и Москва – это все-таки очень крупные регионы, крупные территории, и где расположено очень много некоммерческих организаций, там очень хорошо развита и сеть ресурсных центров, поэтому иногда при составлении таких рейтингов их мы опускаем. И поэтому среди регионов нашей страны наша республика в лидирующей позиции, мы первые по количеству проектов победителей. И если рассматривать по сумме грантов, которые привлекли наши некоммерческие организации, то мы также в лидерах. Санкт-Петербург более 125 миллионов, Самарская область более 119 миллионов привлекли. Наш результат – это 76 миллионов рублей. Ну, в сравнении с прошлым годом, когда было порядка 44 миллионов, это такой существенный рост. Да, тут, конечно, если сравнивать отдельно конкурсы, можно сравнить отдельно год. В принципе, вообще, по сравнению с предыдущими годами, у нас, конечно, очень-очень хорошие результаты. Вот, например, в 2017 году проводилось также 2 конкурса президентских грантов за весь год. И тогда только за оба конкурса было привлечено 73 или 74 миллиона. А здесь только наши НКО смогли привлечь уже за один конкурс. То есть у нас есть еще в запасе, скажем так, второй конкурс, и наши позиции, наши результаты, конечно же, увеличатся. Ну, мы, конечно, надеемся, что не меньше привлекут во втором конкурсе. Давайте мы это подробно обсудим. На что направлены 74 проекта победителей по итогам первого конкурса президентских грантов в этом году? Если мы говорим о развитии малых территорий в республике, то где они будут рассредоточены и в какой сфере будут реализованы? Вообще у нас президентские гранты проводятся по 11 направлениям. Они охватывают практически все сферы нашей жизнедеятельности. И по этим проектам можно развивать, в принципе, все, что нас окружает. Вот. Проекты были поданы от республики по всем направлениям, выиграли по 10 направлениям. Ну, вообще наибольшее количество выигранных грантов сейчас это было по направлению 16 проектов было по направлениям социальная поддержка населения и защита граждан. И 15, больше всего также было 15 проектов победителей. Это по направлению охраны здоровья, здоровый образ жизни. То есть у нас приоритеты, скажем так, целевые группы и основные наши направления, грантовые направления, в принципе, остались те же. Меняются у нас только цифры. Вообще, если рассматривать, на какие суммы у нас подавались, сейчас большинство проектов выиграло гранты в размере менее 500 тысяч. То есть это 200, 300, 480. То есть, а почему так? У нас бывает до 500 тысяч могут участвовать некоммерческие организации, которые у нас существуют более полугода, более 6 месяцев. То есть недавно, которые организовались, зарегистрировались, то есть они уже через полгода своей деятельности могут подавать заявки. А если подаваться более 500 тысяч и более 3 миллионов, то это должна быть уже организация такая с опытом, уже такие профессионалы своего дела, и они должны функционировать более 1 года. Какой эффект ожидаете после того, как гранты будут реализованы?
Ну, вот сейчас, да, если смотреть на проект, который меньше 500 тысяч, они в основном будут реализовываться на малых территориях. Например, будут развивать наши сельские поселения. Вот, например, в Гафурийском районе очень хочется их отметить, потому что вот и поблагодарить, наверное, администрацию Гафурийского района, потому что чуть ли не в каждом сельском поселении были созданы фонды поддержки сельских поселений, и организуются, ими подаются заявки, и, в принципе, они каждый раз выигрывают, что очень-очень радостно. А в чем суть проекта? Вот, например, есть такое сельское поселение Мраковское, которое охватывает несколько деревень, сел, и они у них есть какое-то здание, помещение, где есть 4 кабинета, комнаты, можно как бы по-разному назвать. Где-то есть уже ремонт, где-то нет ремонта. И вот они запросили средства на то, чтобы сделать ремонт и закупить какие-то тренажеры, либо что-то еще, чтобы организовывать досуг взрослого поколения, которое живет вот в деревне, в селе, и их детей. Чтобы когда взрослые уходят, допустим, в тренажерный зал, у них дети были тоже заняты, они их взяли с собой, и они будут проводить время в детской игровой зоне, которую тоже там же они обустроят, в соседней комнате. В общем, это рядом все будет. И таким образом они решают проблему вот в своем сельском поселении именно организации досуга. То есть, потому что дети, они смотрят же, вот у нас сейчас очень активно вот социальные сети, телевизор, интернет, это все. И отсюда видно, как, допустим, живут дети их же возраста или подростки в городе или там в райцентре. Кто-то идет в тренажерку, кто-то идет в бассейн, кто-то еще что-то посещает. И им тоже этого хочется. И поэтому наши сельские территории тоже берут на себя, наверное, такую функцию организовывать и не за огромные средства делать ремонты какой-то косметический или что-то еще, закупать средства, организовывать и привлекать жителей. И таким образом, наверное, будут как-то влиять на то, чтобы дети, когда уже станут взрослыми, возвращались в свои села и деревни и не оставались в городе. Ну и плюс такой эффект продолжительной жизни здесь тоже, да, в совокупности. Учитывая, что у нас порядка 40% жителей в республике это сельские жители, то мы понимаем, что новый импульс для развития сел в этом плане тоже получают. Какие муниципалитеты вы можете отметить в качестве лидеров, кто активно участвует в таких конкурсах президентских грантов, да, и кто заинтересован в развитии своих территорий? Ну, конечно же, больше всего у нас всегда и заявок, и победителей из нашей столицы, из Уфы. Потом можно отметить Стерлитамак, Гафурийский район, город Сибай, Салават. Ну, еще хочу сказать про город Межгорье. До недавних пор мало участвовали, а сейчас вот они с каждым конкурсом уже подают заявки и выигрывают, и тоже привлекают какие-то средства на развитие своего города. Какие рекомендации вы можете дать муниципалитетам, которые еще не в числе лидеров по активности, да, но тем не менее могут уже запланировать себе вот эти вот конкурсы для участия? Что нужно делать, на что нужно обращать внимание и чаще всего какие проекты становятся победителями? Ну, конечно же, стоит не бояться, если посмотреть. У каждого конкурса есть свод правил, которым нужно подчиняться, и какие-то требования, которые нужно выполнять. Вот, например, положение. Оно, конечно, большое, и не нужно пугаться, что оно большое. Оно, в принципе, очень... У президентских грантов очень все доступным языком, все написано, на сайте все очень понятно. Ну, конечно же, сейчас стоит зайти на сайт и зарегистрироваться. Но после этого некоммерческим организациям стоит найти всю информацию о себе и информационную открытость свою повысить. То есть рассказывать в том числе и другим то, чем они занимаются. То есть не просто провели мероприятие, целевая аудитория рада и все, да. Нужно рассказывать о себе и, главное, не стесняться об этом говорить другим, вести активно соцсети. Это можно делать, в принципе, бесплатно, там, где-нибудь ВКонтакте или в Инстаграме завести страницу.
Но это, то есть, также влияет? Да, конечно, это влияет. То есть есть критерии, по которым у нас оценивается каждый проект, и за них ставятся баллы. И вот информационная активность, за это тоже ставятся баллы. И, в принципе, когда вот не хватает 1-2 баллов именно для того, чтобы пройти и выиграть, это имеет на самом деле очень большую роль и может послужить добрую службу. С 1 февраля начинается второй конкурс президентских грантов. Какая ситуация у Башкортостана здесь? Вы уже сказали, что есть большие надежды, да, но поподробнее. Ну да, каждый год фонд президентских грантов проводит 2 конкурса. Традиционно первый конкурс проводится скажем так, заранее, в 2021 году проводился. Сейчас у нас стартанет второй конкурс. Заявки будут приниматься с 1 февраля по 15 марта, то есть 1,5 месяца есть для того, чтобы заполнить заявки. Сайт называется также президентскиегранты.рф русскими буквами. Можно зайти и в любом поисковике вбить и найти этот сайт. Ну, конечно же, мы ожидаем, что наши некоммерческие организации проявят такую же активность и будут дальше участвовать. Вот я знаю, что у нас несколько таких больших организаций НКО, которые до этого привлекали большие суммы, крупные суммы, они вот в последнем конкурсе не участвовали, будут подаваться на следующем. Почему? Потому что есть у фонда требования, что если у организации уже выиграла 2 гранта действующих, то они уже не могут подаваться на третий. То есть они должны рассчитывать свои силы, чтобы реализовывать их и, скажем так, средства, которые направлены, их правильно организовывать и еще. Потому что важно не просто выиграть, нужно же еще это реализовать, еще и правильно отчитаться. Гузель, буквально несколько секунд у нас остается. Если коротко, какова роль в современном обществе НКО? НКО – это, конечно же, у нас, вот так, если можно сказать, это третий сектор, который берет на себя такие функции по социальной поддержке нашего населения. Большая роль? Да, конечно. Очень значимое. Желаем удачи всем, кто работает в НКО, и вам тоже в продвижении республики. Спасибо большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.